В эфире «Вечерние новости», в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Льготную ипотеку под 6,5% годовых могут продлить после 1 ноября. Наш корреспондент отправился в рейд с сотрудниками ГИМС и ВОСВОД. Какие нарушения чаще всего встречаются на воде? Лучный тир открылся в Якутске. Сегодня в Музее России «Моя история» опробовать древнее оружие мог каждый желающий. Минздрав России отправил первую пилотную партию вакцины против коронавируса в регионы. Она разработана в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Отмечается, что в рамках пилотной программы будут отработаны логистические цепочки, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска. Первая партия для профилактики коронавируса была выпущена в гражданский оборот в начале этой недели. За минувшие сутки в Якутии выявлено 69 случаев коронавирусной инфекции. Из них 36 в Якутске, 6 в Среднеколымском районе, 5 в Мегино-Кангаласском, 4 в Мирнинском. По 3 в Верхневилюйском, Намском, Нерюнгринском районах, по 2 в Алданском и Чурапчинском. Также по одному случаю выявлено в Вилюйском, Ленском, Нижнеколымском, Татинском и Усть-Алданском районах. За сутки подтвержден один летальный случай от COVID-19. Лабораториями республики проведено более 3200 исследований. Очные занятия начались в школах Ленска. Как ребята адаптируются после полугодового перерыва, узнала наша коллега Олеся Васева. Школьный двор сейчас как зал ожидания. Родители младших школьников ждут их занятий на улице. Заходить в здание нельзя. Это одно из требований Роспотребнадзора в период пандемии коронавируса. И ребенка не проводить нормально, не сопроводить, с учителем не пообщаться, только смс-ки. А еще отдельные входы для разных классов и посещения, строго по времени. На входе обязательная термометрия. Каждому ребенку измеряют температуру и записывают данные в тетрадь. Только после этого он может пройти в раздевалку. В школе номер 2, самой большой в Ленске, все классы разбили на потоки. Теперь школьное расписание как масштабное полотно, а у педагогов двойная нагрузка. Но теперь даже она в радость. Любые учителя все привыкли и лучше работают, когда дети в классе. Поэтому мы решили применить такую форму, где разделили все параллели по 15 человек, и мы ведем уроки по 4 урока по 30 минут в 3 потока. Такой режим обучения в Ленском районе только здесь. Вместимость позволяет. Остальным городским школам пришлось предлагать свои варианты обучения. Роспотребнадзор организовал привычный процесс с усилением профилактики. Здесь также разделили входы, закрепили за каждым классом свой кабинет, дезинфицируют, проветривают и измеряют ученикам температуру. Пока ни одного ребенка домой не отправили. Родители подходят ответственно, я так думаю, что смотрят дома за состоянием ребенка и уже не отправляют в школу, если вдруг что-то у них со здоровьем, какие-то проблемы. Обратно на дистанционку не хочется. Вот и привычную вакцинацию от гриппа начали намного раньше. Осенью нужно избежать резкого подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Большое число заболевших – прямая дорога к новому карантину. У нас проводится ежедневный мониторинг по посещаемости учеников и детских дошкольных учреждений, школы, интернаты, приюты. Ежедневно нам отчитываются по посещаемости, по заболевшим, по выведенным детям из коллективов. То есть сколько детей во время учебного процесса были отстранены от занятий. Поэтому по рекомендациям Роспотребнадзора нагрузку школьников увеличивать не торопятся. Берегут их. По этой причине в первом полугодии по самостоятельному решению школ отдельные предметы останутся на дистанционном преподавании. Например, музыка, изобразительное искусство и физкультура. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Продление программы льготной ипотеки под 6,5% с господдержкой возможно после 1 ноября. Сейчас идут обсуждения, заявили в правительстве. По словам министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, застройщики за, региональные власти тоже за, так как увеличивается спрос на жилье на территории, за и сами потребители. После 1 ноября оценят, обсудят итоги на площадке правительства и представят отчет главе государства.
Алроса передала Якутии сертификаты на алмазы, названные именами якутян. Главе региона Айсену Николаеву их вручил гендиректор и председатель правления Алроса Сергей Иванов. Так, в рамках проекта «100 именных алмазов к столетию государственности Якутии» передано сертификатов на 25 алмазов, названных именами якутян, героев Советского Союза. Айсен Николаев в своем выступлении отметил, что это замечательное событие, свидетелями которого мы становимся, стало возможным благодаря добрым отношениям между компанией «Алроса» и правительством республики. Инициатива принадлежала главе региона. Сегодняшнее мероприятие – это первый этап проекта. Мы к столетию республики 100 крупных алмазов, добытых Алроса, хотим назвать именами выдающихся якутян. И эта традиция у нас вот с прошлого года начала в жизнь уже притворяться. В этом году, в год 75-летия Великой Победы, конечно же, мы высказали пожелания, и Алроса Сергей Сергеевич лично нас поддержали в том, чтобы 25 якутян, героев Советского Союза, прославившихся во время Великой Отечественной войны, они были увековечены в алмазах. Вот. И вот 5 имен было присвоено ранее, а 20 вот в этом году эта работа вся сделана. Мы сейчас ждем реплики алмазов для того, чтобы потом передать их в наши районные музеи, чтобы уже на родине героев память об этих великих людях была увековечена, в том числе в прекрасных якутских алмазах. Сегодня городу Алекминску исполнилось 385 лет, а с момента образования Алекминского района минуло 90. Почти 4 века назад русские землепроходцы во главе с казаком Петром Бекетовым основали острог, положивший начало развитию земледелия не только Якутии, но и всего Крайнего Севера. Алекминцев с праздником приехал поздравить исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Якутии Сергей Местников. Он принял участие в торжественном мероприятии, посвященном этим датам. Также вице-премьер осмотрел ведущуюся реконструкцию аэропорта и взлетно-посадочной полосы, возложил цветы к памятнику героям Великой Отечественной войны на площади Победы и осмотрел Дом истории. Алекминский район сегодня является одним из динамично развивающих районов нашей Якутии. Алекминский район является производителем высококачественной продукции сельского хозяйства. Сегодня на территории района развивается и промышленное производство. И я думаю, что при умелом управлении и качественном использовании потенциала района, район может стать крупным центром развития во всем северо-востоке нашей страны. И сегодня жители района с таким настроением встречают этот праздник и, соответственно, вносят свой посильный вклад в развитие всего Алекминского района. Якутское отделение Всероссийского общества спасения на водах «Восвод» совместно с ГИМС МЧС России провели сегодня рейд в речном порту столицы. Проверке подверглись маломерные суда, такси, курсирующие из Якутска в Нижний Бестях и обратно. Какие нарушения выявили, выяснил Сергей Михедов. С самого утра в столичном речпорту жизнь кипит. Молодые ребята, словно глашатые, зазывают пассажиров переправиться на другой берег именно на их судне. Из Якутска в Нижний Бестях курсируют 2 вида речного такси. Так называемые «Марлины», они осуществляют трансфер до железнодорожного вокзала, и частники, которые перевозят пассажиров только до берега. У нас вместимость 10 человек, но перевозим мы, как положено, по 9 человек. У нас больше не положено по регламенту. А они, получается, берут больше людей? Но они побольше людей берут, конечно, у них пассажировместимость больше. Частные перевозчики зачастую набивают свои судна пассажирами практически под завязку. Всего курсирует порядка 40 частников. При максимальной вместимости в 12 человек такие суда берут на борт 20 пассажиров и больше. В случае чрезвычайного происшествия спасательных жилетов на всех может не хватить. Это значительно снижает шансы людей на спасение. Наше участие заключается в том, что мы проводим профилактическую работу среди судоводителей, среди пассажиров о соблюдении правил перевозки пассажиров, о том, что пассажиры должны быть все в надетых спасательных жилетах. У нас в основном на реке работает ГИМС. С такими судами коммерческими работает портовый контроль. Привлекает к административной речной надзор. И каждый друг на друга кивает. Речной ГИМС не может их проверять, речной надзор не могут их привлекать, они только составляют протоколы.
Гаврил Кононов, ветеран МВД, взял на себя серьезную задачу – возродить общество спасения на водах «Восвод» в Якутии. Это одна из старейших организаций. Ее история началась в 1973 году прошлого века. Главная задача общества «Восвод» – ознакомление населения с правилами безопасности на воде. Восводовцы совместно с ГИМС вышли в рейд, где беседовали с водителями и пассажирами. Летом была готовность дежурить на территории несанкционированных пляжей, но вмешалась пандемия. Такие пляжи, как Петуховка, это уже знакомый Даркалах. Люди ежегодно там погибают. И в этом году мы планировали сделать выдвижной пост. Чем хороший выдвижной пост? Тем, что их можно поставить в любом месте. Костяк якутского отделения ВОСВОД составляют ветераны МВД, поэтому убеждать нарушителей соблюдать правила – это профессиональный навык. Еще одной миссией стала поддержка одного из членов общества. Он работает медиком и уже полгода помогает в борьбе с коронавирусом. Дружные восводовцы нарисовали плакат и провели маленький флешмоб. Сергей Михедов, Владимир Павлов, Якутск. Лучный тир открылся в Якутске. Его организовал клуб исторической реконструкции и фехтования «Йотунхейм» на территории музея «Россия. Моя история». Сегодня присутствующим дали возможность испытать на себе прелести древнего стрелкового оружия. Тетиву натянула и Полина Долинская. Клуб реконструкции «Йотунхейм» был создан для изучения быта, старинных видов ремесел, воинских искусств и воссоздания материальной культуры народов Скандинавии и Руси VIII-XI веков. Само название клуба взято из германо-скандинавских саг. Один из шведских историков предположил, что Йотунхеймом скандинавы могли называть территорию Руси – от Уральских гор до Ледовитого океана. Участники клуба воссоздают исторические события тех времен, рассказывают про быт и культуру наших праотцов. Закончилась эпоха толкинистов, и мы решили выйти на более серьезный уровень, так как в России это уже развито с 90-х годов, именно историческая реконструкция. А так как мы занимаемся ранним средневековьем, мы выбрали больше уклон на скандинавские народы, так как климат Якутии больше схож с их климатом. У жителей нашего города появилась прекрасная возможность не только узнать, но и приобщиться к истории. На территории мультимедийного парка «Россия. Моя история» открылся лучный тир. Участники клуба провели показательные стрельбы, а затем натянуть тетиву смогли все желающие. С ребятами мы знакомы уже больше года. Начиналось все с походов с мальчишками в лес, с таких стрельб показательных, с каких-то турниров. И когда мы съездили в Нерюнгри, увидели, что ребята из клуба исторической реконструкции сделали какой-то тоже такой открытый тир, мы решили сделать это еще грандиознее, объединиться с историческим парком, где я работаю, и не просто сделать там стрельбы, а придать этому какую-то такую подоплеку, Древнюю Русь. И поэтому мы в эту программу завязали и уроки. И именно с этой программой уроков, экскурсий, викторины и так далее по оружию Древней Руси, по быту славян, и плюс еще тиру мы выиграли грант от Росмолодежи. От идеи до реализации участникам клуба понадобилось 6 месяцев, и сегодня они приняли первых желающих попробовать себя в лучном мастерстве, а также проверить свои знания боевого оружия VIII-XI веков, примерить доспехи и сфотографироваться на память. Это шлем хазарского типа. Почему хазарского? Потому что хазары жили в ту же эпоху викингов. Это с 9 по 11 век. Это именно реплика такого шлема, тип 4 по Кирпичникову тоже. Почему хазарки? Потому что у него такое навершие, загнутое, тоже из 4 частей, которые внахлёст ставились эти сегменты и заклепывались с такими накладками. Что было характерно для шлемов того региона? Того региона именно характерна форма именно шлемов. Лучный тир будет работать со вторника по субботу на территории мультимедийного комплекса «Россия. Моя история». Для этого необходимо только купить билет на одну из постоянных экспозиций исторического парка. Сами стрельбы бесплатные. Также принимаются заявки на организацию коллективных посещений школьников, студентов и всех желающих. Полина Долинская, Павел Пахомов, Якутск. На этом программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.